Новый год – время волшебства и сказок. Мы загадываем желания и верим, что они обязательно сбудутся. Ведь в Новый год особенно хочется верить в чудо. Дед Мороз? Какой я тебе Дед Мороз? Я Войпель. Войпель? А кто такой Войпель? Бог северных ветров Войпель был ведущим божеством у Коми и Коми-Пермяков в XVI веке. Об этом свидетельствует письмо митрополита Симона, отправленное в Пермь Великую в 1501 году, в котором он просил мирян не молиться и тризн Войпелю не творить. Мифологическая школа, которая разрабатывала у славянских вот этих вот божеств, она как бы немного не коснулась вот наших, да, зырянских, коми. И поэтому о Войпеле написано мало, в отличие, там, допустим, от Ярилы. Есть одно такое предание о Куду-Моше, где упоминается, главной богиней была четырехликая Войпель, северное ухо, или, как ее еще звали, Ворпель, лесное ухо. Женщину я бы нарисовал ее с волосами такими, и волосы идут по этим волосам, ветром куда-то крутит, олени и там охотники идут. Николай Дмитриевич Конаков трактует это как вот двуликий Янус, много таких богов, которые там четырехликие или двуликие. В альбоме, в называемом пермском зверином стиле, вот такая богиня есть. Ну, многоликая такая, во всяком случае, не четырех, но вот трехликая есть. Вообще-то считается, что Войпель, бог был мужского рода. В легендах Войпель – могущественное божество, благосклонно относящееся к людям. К нему обращались с просьбой беречь от болезней и порчи, отводить оружие врагов. Изображение Войпеля находилось на священном месте на вершине холма. Оно стояло под могучей березой в окружении других богов. Около него стоял котел для жертвоприношений. Со всех сторон Войпель был обложен камешками и раковинами, принесенными со всех рек, где жили люди, поклонявшиеся ему. Это некая сила зла, где человек, не соблюдающий определенных правил существования в экстремальной среде, ну, то есть ленность, праздность, не добродушие к приходящим, то есть он получает какой-то результат нехороший от сил природы, которые как бы синтезированы в образе Войпеля. Происхождение имени Войпель до сих пор вызывает вопросы. Буквально его переводят «лесное ухо», либо «ночное ухо», а также встречаются варианты «Ворпель», «лесной дед» и «Войпель», «северный дед». Вот Конаков, между прочим, он предложил очень довольно остроумное решение этой проблемы. Войпель – это чуткоухий. И он привел в пример Торума, которого ханты или астеки, там, как тогда их называли, тоже называли чуткоухим. Эти вот раковины, которые приносили ему, вот, судя по этому фольклорному тексту, это якобы символы вот этих ушей, да, которые вот приносили, чтобы услышал этот бог. Его, говорят, даже изображали каким-то острым ухом вот таким. Везде тебя услышит, если что ты можешь делать или плохое делаешь, все равно тебя услышит. И люди боялись, и не делали плохого. Есть еще одна этимология. Вот в средние века еще вот зафиксировано вот в стефановских текстах такое прозвище, не прозвище, вернее, а название духа Полтес, Пелтес, от слова пыльтный, то есть дуть. Может быть, Войпель не старик просто, а именно со значением дуть, как-то, да, вот дуть, или как дух, северный дух, может быть. В литературе к Войпелю обращались мало. Первым о древнем языческом божестве написал Иван Куратов в незаконченной поэме о Паме-сотнике. Пам, он предстает там как жрец Войпеля. Куратов ставил вопрос, кто герой вообще национальный у Коми, Стефан Пермский или Пам-сотник. Поскольку он разрабатывал образ, постольку и вот менялись его взгляды. Стефан не стал отрицательным, но и перестал быть отрицательным Пам-сотник, который предстал как фигура трагическая, который вот ратовал за свой народ и, в общем-то, не предал идеалы своих отцов. В легендах бог северных ветров живет в Уральских горах. Но где именно? По одной из версий, резиденция Войпеля находится на горе Яркусей. Я попытался наложить путь героев Руслана и Людмилы. Куда же пошел Руслан? Руслан пошел на русские территории,
Он пошел на север. Дальше продвижение Руслана привело меня вообще-то в очень интересное место. Это зона, где начинаются полуночные степи, а полуночные степи – это тундры. Тундры, в которых есть горы. В этих горах есть некая гора, которая открывается, и оттуда вылетает Черномор. А на Приполярном Урале есть конкретная гора, называется Иркусей. Людмила могла бы, в таком мифосказочном варианте оказаться вот внутри этого царства Войпеля, внутри царства Черномора. Украденный несчастный, Руслан мог бы ее спасать как раз на территории нашего края, на территории наших гор. Что, хищник? Где твоя краса? А шлем, седые волоса. Иркусей, или по-другому ее называют Шаман-гора, находится в долине реки Балбанью. На Иркусей с древних времен обские оленеводы совершали восхождения для обрядовых жертвоприношений. Однажды, когда были в том районе, в наших альпинистских экспедициях, вдруг оказалось, что под скальным массивом большое количество оленьих костей, черепов, рогов. То есть, и это явно, что это не какой-то мор оленей в каком-то конкретном месте, это не какая-то там бомба падала, а то, что их туда для чего-то приносили. Разбросаны они на разных уровнях. В 50-е, 60-е годы русское название Шаман-гора почему появилось? Потому что как только оленеводы приходили, первое, что они делали, была шаманская тризна, некое сакральное забитие оленя, и этого оленя поднимали вот вверх туда, вот к скалам, пытались Войпеля ублажить. Что касается Иркусея, то он немножко в стороне. Нет сведений, что вот этот Иркусей, на котором там делали жертвоприношения ханты и манси, он как-то связан с зырянами, с коми. Но нельзя связать вот эти вот два, Иркусей и Телпозиз. Очевидно, Телпозиз все-таки это на Верхней Печоре, а Иркусей это Северный Урал. Телпозиз, с коми-языка название этой горы переводится как «гнездо ветров». Именно так зачастую называют эту вершину. В древности мимо этой горы пролегал зырянский торговый путь Зауральский хребет, Великий каменный пояс, по которому коми ездили хантам и манси. Тель-Пасис – гора особенная тем, что на нее выходит долина Щугара. И это единственное место у нас здесь на Урале, где можно несколько дней плыть и видеть одну красивую, великолепную гору. По поверьям, именно на Тель-Позиз живет Войпель. В старину, проходя или проплывая мимо этой горы, люди старались не шуметь. Считалось, что даже самый слабый звук может вызвать страшную бурю. Так, например, Дарук-Паш, герой одноименного рассказа Калистрата Жакова, отправляясь с хантом мимо горы Тель-Позиз, слушает наставления отца, который пытается уберечь своего сына от гнева северного бога. Сын мой, когда будешь проходить мимо каменного гнезда в горах, Тель-Позиз – это каменное гнездо, ничего не говори и песен не пой. Там живет в каменном гнезде великий бог ветров Шува. Ох, не любит он шума. И как услышит звук чуткий на ухо, днем и ночью поднимет ветер на тебя и нанесет с отдаленного севера. Берегись же, иначе он, страшный Войпель, погубит тебя. В эту легенду можно поверить, потому что она выглядит как отдельно стоящая гора, чего у нас здесь на Урале практически нет. И когда вы видите гору, красивую гору, наверху снежники, вплоть там до конца лета, и она открыта со всех сторон, то действительно кажется, что там ветер может там просто жить. К тому же там за эту гору постоянно зацепляются облака. Ну вот, если говорить про Тельпос, то и в самом деле, что это гнездо ветров, хотя никто нигде никогда не говорит, что там резиденция Войпеля. То есть, а это уже гора Северного Урала, и она тоже входит в категорию культовых гор. То есть горы всегда вызывали страх и уважение. Кстати, у того же Жакова в сказке «Бегство северных богов» Войпель предстает в красной шапке, в зеленом кафтане и в кожаной обуви котах. Уж очень этот персонаж напоминает доброго зимнего волшебника Деда Мороза. Войпель не может быть Дедом Морозом изначально. Войпель, опять же, если говорить по христианской мифологии, да, это концентрация зла. Это ангел смерти. То есть тут и сравнивать с Дедом Морозом, там, с Санта-Клаусом или еще чем-нибудь, да,
Это не совсем верно. Я не говорю, что Войпеля надо бояться. Но просто нужно понимать его сущность, и понимать, что он тот злобный контролер наших правил жизни. Может ли Войпель быть Дедом Морозом? Конечно, может. Потому что нельзя его однозначно назвать злым, и нельзя однозначно назвать его добрым каким-то. Он как-то вне понятия добра и зла. Он по Жакову там, или по Куратову, он не исполняет какой-то злой воли, он не несет никакую злую волю. Он исполняет желания тех, кто ему служит. Как таковой, как исполнитель желаний, он вполне мог бы сгодиться на роль вот этого персонажа, которого мы называем Дедом Морозом. Почему бы нет? Свой какой-то такой достаточно местный образ. У него меха, все это хорошенькие. Ему дарят, наверное, охотники, привозят, меха дарят, и он одевается то, что ему изображает. Вот здесь уже кожаная одежда, все это вязаное вот из шерсти, пояс, да, вот здесь. Йоулупуки, Санта-Клаус, Дед Мороз. У каждого народа есть свой зимний волшебник. И, пожалуй, только Санта-Клаус из вышеперечисленных был изначально добрым. Он произошел от существовавшего исторического лица Николая Мерликийского. Мы его знаем как Николая Угодника, епископа, бескорыстно помогавшего бедным и обездоленным. А вот финского Йоулупуки в старину боялись и не любили. Он ходил в образе козла и наказывал непослушных и уносил с собой праздник. И лишь в середине 20 века Йоулупуки переоделся по западной моде в красную шубу. В результате остепенился, подобрел и начал приносить детям подарки. Ну и Дед Мороз, злое божество Морозко, трескун или студенец, великий старец Севера, повелитель ледяного холода и пурги, морозивший людей, тоже подобрел. А мог ли бог северных ветров Войпель трансформироваться в доброго зимнего волшебника? Войпель? Войпель, Войпель, с Новым годом!